Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Абу Нагимович, где и когда вы узнали о начале войны? Я начал войны жил в деревне до 41-го года. Работал, сестру помогал, в колхозе там работал, потом уже на фронт, в армию. Сколько лет вам было, когда вас призвали на фронт? Вот 18 еще не было, 17 с половиной. 17 с половиной было. Но мы после призыва в армии, тотские лагеря, там учились до конца мая 43-го года. Абу Нагимович, не могли бы вы нам рассказать о самом эмоциональном воспоминании о войне? Сегодня вот 3 апреля 44 года меня ранили на фронте. В середине февраля пошли наступления. Освободили Винницу, освободили там много деревень, Хмельницкий, пошли до Каменец-Подольский. Каменец-Подольский освободили, потом какой-то деревня, несчетная сторона оказался немцы, а мы с счетной стороны деревню начали от дома до дома там. И как я бежал с одной дома на другой, и меня опять ранили, поясница. Поясница ранил, ребята там меня затащили на укрытие место и солому положили туда, этот дом, и меня сбросили, и дальше ушли. Я там ночевал, бежал, раньше никакой привязки, ничего не было. Потом утром санитары пришли и на лошадь положили и привезли ко мне с Полоски. Я тогда думал, умру, руками шевелиться, ногами шевелиться, вот так шевелиться не могу. Ко мне с Полоски привезли, заходит священник таким крестами, и за ним мужики с корзинами. Это мужики нам раздают подарки. Честь Пасха. В Саратове я лежал, там операции делали. После лечения обратно пошел на фронт, дошел до Берлина, освобождал Прагу. Это, конечно, это, что я остался жив, здоров, остался здоров, это я считаю второй день рождения. Абу Нагимович, скажите, пожалуйста, где вы узнали известие о победе и где закончился ваш боевой путь? Мы Прагу освободили, и война кончилась. Это один день. Абу Нагимович, мы благодарим вас за возможность поговорить с вами и узнать о вашем героическом пути во времена Великой Отечественной войны. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.